Есть уверенность в том, что те сроки, которые были заявлены, будут выполнены. Надеюсь, что объект к середине следующего года будет введен в эксплуатацию. Очень хочется надеяться на то, что не будет никаких подводных камней во время строительства. Все будет сделано вовремя, все пусконаладочные работы, все строительно-монтажные. И объект мы получим в середине года. Темпы работы, то, что сейчас видим, хорошие. Большое количество техники, людей на площадке. Я так понимаю, что люди работают круглосуточно. Надеюсь, что все будет хорошо. Как вы оцениваете возможности Якутии по внедрению ВИА? Я оцениваю очень положительно. Совсем недавно коллеги запустили станцию в 1 мегаватт. Опять же, то, что мне сегодня рассказали, перспективы достаточно хорошие. Правильно понимаю, уже есть ряд соглашений. Надеюсь, что большинство проектов будет реализовано. Потенциал есть, сроки окупаемости очень хорошие. От 5 до 10 лет, это, на мой взгляд, очень перспективно. А как в целом Минэнерго оценивает возможности Якутии и какие объекты будут внедряться в сфере энергетики в регионе? В первую очередь Якутская ГРЭС, далее это, соответственно, проекты на ВИА в изолированных энергосистемах. Пока эти основные объекты, поскольку для нас на самом деле является достаточно важным модернизация существующих объектов энергетики в изолированных системах. Это и качественно новая система снабжения, плюс существенная экономия бюджетных денег, новые проекты. Поэтому я думаю, что это, наверное, является сейчас самым основным. Скажите, пожалуйста, на уровне Минэнерго Российской Федерации как решается вопрос ликвидации перекрестного субсидирования в Якутии? По крайней мере, те идеи, которые мы с коллегами обсуждали в части совместного софинансирования из федерального бюджета и бюджета Республики Якутия, мы, безусловно, поддерживаем. Осталось дело за малым — найти деньги.